Сотрудники Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики аккуратно складывают гуманитарную помощь. В этих ящиках все самое необходимое для пострадавших от наводнения в Ливии. Мы не смогли остаться равнодушными к данной трагедии, произошедшей на территории Ливии. Пострадало очень много людей, было очень тяжело, конечно, всем этим наблюдать. И каждый из наших сотрудников решил вложить себя, немножко частичку себя в сборе данной гуманитарной помощи. Были бы очень рады, если бы жители Ингушетии также подключились бы к данной акции и смогли бы себя также вложить свою частичку, помочь данным пострадавшим на территории Ливии. Циклон Даниэль обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября. Сильнее всего пострадал город Дерна. Там разрушены 2 плотины. Затопленными оказались дома, больницы и другие инфраструктурные объекты. Что входит в сборе гуманитарной помощи? Это продукты питания, канцелярские товары для детей и студентов. Также туда входят средства жизнеобеспечения населения, в частности, это коляски, слуховые аппараты, ну и так далее. При объявлении этой акции активное участие приняли также наши сотрудники Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации. Вот мы за собой видим то, что получилось собрать. Согласно последним данным, число жертв наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек, а число пропавших без вести достигло 20 тысяч. Весь груз будет направлен напрямую в Москву, а оттуда одним из спецбортов Министерства обороны России в Ливию. Всего по республике организовано 8 пунктов приема гуманитарной помощи. На каждый район и город присоединиться к акции можно до 25 сентября включительно. Адреса каждого вы можете увидеть на экране своих телевизоров, а всю собранную помощь в администрациях позже отправят в Сунжу, на склад МЧС, где пройдет сортировка гумпомощи. Кавагагиева, Асхаб Билакиев, Новости 24.